Здравствуйте! Мы с вами вновь на канале Аркадия Орешникова. И сегодня мы продолжаем наше посещение Старо-Татарского кладбища, вернее, Ново-Татарского кладбища в Старо-Татарской Слободе. Мы сегодня вновь зайдем со стороны так называемой Волжской калитки, где когда-то был старый вход на территорию кладбища. И основная цель нашего посещения сегодня – это могила Шагабуддина Марджани. Давайте пройдемте через Пятую аллею. И первое место нашего посещения – это могила Альфреда Хасановича Халикова, основоположника нашей татарстанской археологии как науки. И именно заслуга этого человека в том, что, будучи студентом Казанского университета, он был учеником Николая Федоровича Калинина, тоже известного историка нашего, который много работ написал по истории Казани, по краеведению. И вот, будучи студентом Калинина, он настолько увлек его археологией, что археология стала целью его жизни. И то, что в археологическом плане были работы, которые проведены на территории нашей республики в 60-е, 70-е и 80-е годы, это, конечно, заслуга Халикова Альфреда Хасановича. Булгарское городище, Беляр. Все эти раскопки проводил именно он, кропотливо, тщательно. И вот именно фундамент той современной археологической науки нашей республики – это заслуга Альфреда Хасановича. Он жил на улице Гоголя, современной, это где здание КАИ. На доме установлена мемориальная доска. Это в прошлом была дом преподавателя Пора, университетского преподавателя. И на сегодняшний день то, что его еще и большая заслуга, будучи еще когда занимаясь археологией и изучая Булгарское городище, он выезжал именно в Финляндию, где находится самая крупнейшая коллекция булгарской древностей, которая принадлежала когда-то казанскому купцу Зуусайлову. И после того, когда он обанкротился, эта коллекция была с торгов, продавалась несколько лет, но у нашего города и у российского государства не было и желания, может быть, и финансовых возможностей купить эту коллекцию. А Зуусайлов, как считают специалисты, специально занизил стоимость этой коллекции. В нее входили вот эти именно крупнейшие коллекционные, как сказать, коллекции именно с Булгар. Он скупал в большом количестве их. И самое известное – это каменное копье, как бы датировано каменным веком, которое было обнаружено на побережье со стороны Савинова. Это Савиновская, вот, где мы сейчас, когда идем по улице Кадышевской, со стороны Гаврилова, вот, берег Казанки, и там во время раскопок, в которых Зуусайлов тоже принимал участие, было вот это копье обнаружено. И вот именно Альфред Хасанович выезжал в Финляндию, а это именно Финляндия купила эту коллекцию, и она была вывезена. И вот так навсегда была утеряна та крупнейшая коллекция археологических древностей, который собирал Зуусайлов. Еще в прошлом году до пандемии наша республика, правительство республики договорилось с университетом Хельсинки о том, что эта коллекция Зуусайлова будет привезена в Казань. Но из-за пандемии все это сорвалось, и на сегодняшний день так мы до сих пор и не увидели эту коллекцию. Так что Халиков Альфред Хасанович, о его имени знают все историки нашей республики, о нем не надо забывать. В прошлое наше посещение мы говорили о выдающемся драматурге, татарском писателе Шарифе Камале, но эта запись, к сожалению, не вошла. И поэтому мы исправляем свою ошибку, восполним тот, как сказать, пробел. Шариф Камал был из семьи священнослужителя, муллы. Рано начал писать, но в то время ведь дети муллы не были при отце, также уезжали на заработки. Он где только не работал, и в шахтах, и грузчиком, и на Каспе. Затем он перебирается в Петербург, где начинает публиковаться впервые в журнале «Нур». А затем уже в его жизни появляется Казань. Он близким другом был и Карима Тимчурина, и близким другом Фатиха Карима. Дружил с Кавина Ажми. И когда вот начинается в 1936 году вот эти первая волна репрессий именно против Союза писателей Республики Татарстан, вернее, тогда это была Татария, он вступился в защиту и Фатиха Карима, и за это он был обвинен, то есть ему припомнили, что он сын муллы, его обвинили в том, что он неправильно показал образ нового человека, и вот начинается гонение на него. Но к этому времени как бы немножко все это поутихло. Затем он выступал в защиту и Карима Тинчурина, а против Тинчурина ведь несколько раз возбуждались дела. И также, будучи товарищем, он выступал, защищал его.
Но самого Шариф Камала, который был с 19 года членом партии, исключили из партии. Он ведь у нас первый переводчик на татарский язык шолховской поднятой целины. И вот когда начались это гонения, все-таки ему, вернее, он избежал тюремного заключения, ему дали спокойно умереть, а жил он у нас на Островского. И в 1942 году зимой, в декабре месяце, он скончался после продолжительной болезни. На Ютубе или даже где-то в интернете есть старая запись 1945 года. Вы можете набрать «Ураза Байрам», 1945 год, Казань. И когда вот там 3 части объединены просто в один ролик, и вот во второй части как раз показывается вот могила Шариф Камала в 1942 год, декабрь месяц, на могиле его сын. Сын погибнет в 1944 году на фронте, а семья окажется в таком трудном положении, что все вещи, как бы необходимые, были распроданы, и уже в последующем, когда начинается организовываться музей Шариф Камала, эти вещи постепенно как бы собрали через комиссионку, когда люди купили их, как бы велась эта поисковая работа, и так был образован музей Шариф Камала. Но, будучи, как сказать, притесненным, находясь в трудном положении, он все-таки продолжал, защищал своих товарищей до последнего. Вот такая заслуга выдающегося татарского писателя, драматурга, немножко в наше время, может быть, забытый Шариф Камал. В прошлый раз мы, к сожалению, упустили из внимания имя Араповой Нафиги. Нафига Арапова, она тоже из саяровцев, как мы в прошлый раз говорили, так сложилось, что Габдулла Тукай дал название нашему татарской труппе «Саяр». И вот жизнь распорядилась так, что саяровцы оказались здесь рядом. А Нафига Арапова была известна еще тем, что, несмотря на то, что, как сказать, начались вот эти тоже репрессии, гонения, она выступала в защиту очень рьяно за имя Карима Тимчурина. Она, конечно, не одна была, это вот старая школа, и Зайнис Султан, и Фатима Ильская, и Гульсум Булгарская. Но в истории она осталась не особо приметной, но ее портрет находится у нас в галерее Хазине. Это работа Баки Урманчи, она была соседкой Урманчи и была его на тот период музой. Он писал с нее много работ. А когда Урманчи был арестован в 1929 году, она была, так как его соседка, она была в качестве понятой во время обыска, и в последующем она все-таки ходила, добивалась, чтобы его освободили, что он незаконно арестован. Но это было безрезультатно. И те работы Баки Урманчи, которые были вот этого казанского периода 20-х годов, они практически все исчезли. Но вот работа у сепаратора, она называется, эта картина, портрет был написан именно с Нафиги Арапов, он находится у нас в галерее Хазине. Поэтому, когда будете в картинной галерее, посмотрите на эту картину и вспомните об этой актрисе, которая, несмотря на то, что была маленькая, миниатюрная, рьяно боролась за имя своих учителей, соратников, друзей. Нафига Арапова. Сейчас мы подошли к месту, где похоронен представитель рода Юнусовых. Это так называемый Юнусовский бугор. Юнусова – одна из известнейших и богатейших семей была в нашем городе. Юнусовы вложили, как сказать, капитал в строительство первой соборной мечети. Именно представитель рода у Юнусовых объявил первый вакуф в Российской империи среди мусульман. То есть это добровольное пожертвование, на которой содержится мечеть и служители. Это было где-то около 20 лавок, которые он передал, и это вакуф соблюдался до 1918 года. Здесь похоронен Юнусов Габделькарим, представитель этого рода. Юнусовы, они были еще и попечителями, и устроителями первого мусульманского приюта. Первый мусульманский приют находится на улице Угол Ахтямова и Тукая. Сейчас это отреставрированное здание, и там, если я не ошибаюсь, благотворительный фонд «Закят» находится. И именно вот скончавшийся в 1928 году Габделькарим и представители этого рода, которые вот остались здесь, их мало здесь захоронено, потому что многие Юнусовы ушли в северные лагеря, были репрессированы, многие эмигрировали, но основная часть, которая осталась здесь после революции, была расстреляна на Архангельском кладбище, и, как сказать, жизнь оборвалась у многих именно в лагерях.
Также были представители женщин, много из этого рода репрессированы. А один из представителей этого рода, именно вот Юнусов, если они обижают Габделькарим, написал в свое время воспоминания о своей семье, о своем дяде, том самом Ибрагиме, откуда мы черпаем информацию, которая в последующем была переведена и опубликована в нашем казанском журнале. И вот эти воспоминания – это о том, как жила эта семья, чем она занималась, какой из себя этот был тот самый известный Ибрагим. И, то есть, приходя сюда, не забывайте, что представители этого рода находятся вот здесь, на этом самом называемом Юнусовском бугре. Сейчас мы подошли к месту рядом с Юнусовским бугром. Здесь похоронены представители рода Азимовых. И здесь, вот одно из надгробий вот находится, где раскрытый Коран лежит. И здесь же находится могила Зулейхи Шаги Ахмед Пинегиной и Рустем Михайлович Пинегин. У нас известный был такой деятель, полицейский, Шаги Ахмед Алкин. Известный он тем был, что он добился дворянского титула. Ему много раз предлагали отказаться от ислама и перейти в православие, чтобы сделать хорошую карьеру, но он как бы всегда соблюдал и этого никогда не изменил. Вот его дочь Зулейха, сын Саиб Гирей, тот самый Алкин, внук Ильяс Алкин, которые были репрессированы, а вот дочь Зулейха вышла замуж за Михаила Пинегина. Пинегина мы знаем как автора путеводителя по нашему городу, еще дореволюционных изданий. Он был руководителем образовательного процесса в нашем городе, руководил татарской учительской школы, был историком, много занимался краеведением. Вот он как раз и женился на Зулейхе Шаги Ахметовне Алкиной. Но этот брак был, то есть она не меняла религии, то есть она осталась в исламе, и, соответственно, она не могла вступить с православным человеком замуж. И, как получается, сам Михаил Пинегин тоже не сменил религии, так как он терял бы статус свой и общественное положение, плюс карьера и работа. И, скорее, вероятнее всего, он как бы неофициально принял ислам. Это я так предполагаю, потому что, живя в браке много лет, у них родились дети, и все эти дети, так как у них не был официальный брак, был записан на его брата, того самого знаменитого Саид Гирея Алкина. А уже после революции, в 20-е годы, если я не ошибаюсь, в 1925 году, они уже с Михаилом Пинегиным, со своим супругом, по советскому законодательству заключили этот брак. И сын уже их писался Пинегин, Рустем Михайлович стал после оформления этих документов. Она скончалась в 1931 году, сам Пинегин умер малым уже намного раньше, в 20-е годы, а Рустем скончался, их сын, во время войны. Семья Алкиных, такая, как сказать, в истории знакового нашего города, это мы знаем, дома Алкина был. Много говорили всегда об Ильясе Алкин, о Саид Гирее, который был депутатом Думы того правительства дореволюционного. А женщины – это вот Зулейха, которая была супругой Михаила Пинегина. И сейчас мы повернули, именно вот идем по Иске-Юл, это старая дорога, то есть это та старая часть кладбища. И вот первое, к кому мы подходим сейчас на Иске-Юл, это могила Яхина Мухаммед Али. Вот его старое надгробие, и здесь уже современная табличка. Это известный был просветитель, занимался много изучением фольклора, педагог. И именно вот Яхин – это один из тех основателей рода, из которого у нас Рустем Яхин, композитор Рустем Яхин. Вот одно из старых надгробий, принадлежащее его предку, находится вот здесь, на Иске-Юл. И вот по Иске-Юл находится могила Дамира Сиразиева, это режиссер татарского театра, один из тех, кто стоял у истоков вот нашего суверенитета республики. Он участвовал в подписании декларации о суверенитете республики. Его известные работы были «Это Плаха» по Чингизу Айтматову, потом он поставил спектакль «Сюмбике». Из жизни он ушел рано, в 1998 году, но, как сказать, внес свой большой вклад именно в это становление нашей республики, именно в 90-е годы. Его сын Сиразиев, корреспондент ВГТРК. И вот когда вы смотрите репортажи, это тот самый вот сын режиссера
политического деятеля, депутата Сиразеева Дамира. И после его кончины, по-моему, с 1999 года у нас есть театральная премия имени Дамира Сиразеева. Здесь же, поднимаясь по Иске-Юл, могила Атилы Расиха. Атила Расих, он писатель был, преподаватель ветеринарного института, участник войны, родился в 16 году, но это не точная его дата рождения, истинная его дата рождения, пока, это, семейное предание. Он родился во время хаджа его родителей, а его мама – это та самая Зайтуна Мавлюдова, которая была музой и вдохновительницей любовной лирики Гадулы Тукая. Вот Зайтуна Мавлюдова – это его мама, а Атила Расих рядом его супруга. И поднимаясь по Иске-Юл, мы поворачиваем на 15-ю аллею, где находится буквально недалеко от начала 15-й аллеи могила выдающейся личности. Это Шагабуддин Марджани. О Марджани можно говорить много, рассказывать много, но здесь на его могильной плите написано, как переводят специалисты, ушел Галим, ушла Вселенная. То есть ушел учитель, ушла Вселенная. Известный богослов, у него была большая семья, он пережил смерть своих жен. Трагически от болезни уходили его дети, он похоронил здесь, вероятно, где-то и остались эти могилы. Известен он чем? В 17 лет он написал первую книгу, затем он едет учиться в Бухара, Багдад, дальше. И находясь все эти годы на учебе, он занимается переписыванием древних рукописей, как-то подрабатывая. Затем он возвращается себе на родину, в Ябынче. А слух, возвращались тогда с караванами, тот, кто ходил в хадж или торговцами, и слух о его учености, в общем, облетел всю Казань. И именно Ибрагим Юнусов, тот самый представитель рода Юнусов, приглашает его быть настоятелем первой соборной мечети. Вот этот званый обед, это все подробно описывается. И начиная работать имамом первой соборной мечети, Юнусов Ибрагим, считая, что дает деньги на на мечеть, имеет право вмешиваться. И именно Марджани нарушил это правило. То есть он отказался от его материальной поддержки, но потребовал не вмешиваться в дела конфессии. То есть это его. Марджани, его жизнь была не безоблачной. Тот же самый Шаги Ахмед Алкин, ведь когда Марджани был доведен до такого состояния, что на него много клеветали, на него писали доносы, ему создавались невыносимые условия жизни, он пытался уже покинуть Казань, вообще уехать отсюда. И именно Шаги Ахмед Алкин заступился и поставил так дело, что все его оставили в покое. Он преподавал и в учительской школе, его дочери получили хорошее образование, его младшая дочь, одна из младших дочерей, была его ученицей, она помогала его, она занималась переводами, проверкой, корректировки Корана, когда печатался. То есть эта семья была не в том понимании, как она соблюдала строго правила шариата, законы шариата, но дала хорошее образование своим детям. Также он со своей семьей, с детьми выезжал в те самые экспедиции археологические, посещения святых мест для мусульманина того времени. Это был Булгара, своего рода такой малый хадж на тот период. В 1880 году он едет в хадж, а как верующий человек он тщательно к этому готовится. Основная подготовка это оставляет завещание на случай того, что если он вернется. И именно в этом завещании он просит, чтобы книги и личные его вещи, которые из поколения в поколение передавались, не продавались, а остались в семье. Своим преемником он видел своего сына, но тот скончался очень рано. И дом Марджани, который мы сейчас видим в Старо-Татарской Слободе, у него есть правнук Даньяр Амирханов, который написал тоже воспоминания. Он именно семья жила в этом доме, которое унаследовала Даньяра бабушка, то есть невестка внука Марджани. И по воспоминаниям, мы на сегодняшний день, ворота, дом стоит, оказывается, там было два дома, по воспоминаниям Даньяра и как семейное, предание говорит, где во втором доме была именно библиотека и рабочий кабинет Марджани. То есть быт семьи – это одно здание дома, а второй здесь. После революции этот дом был отобран у семьи.
Затем, кого вспомнили заслуги Марджани, и семье вернули дом. Но, как сказать, местные власти создали такие условия, что бабушка, вот как Даньяр дает свои воспоминания, они опубликованы, что принимает решение, что уезжать из Казани. Тем более, что зять, вот отец Даньяра, его отец – это двоюродный брат Фатыха Амирхана, Гумер Амирханов. В свое время Белой армии принимал участие в боях, потом заболел тифом, приходит уже Красный, он приговорен к тюремному сроку, отсидел, вернулся. Но вот эта ситуация, которая создалась вокруг, дает повод, что семья покидает город. И вот уезжая из Казани, они уезжают в Самарканд, где уже жили другие представители потомков Марджани, которые вынуждены были также покинуть город, они увозят сундук с рукописями. И уже как бы отец Гумер Амирханов, это двоюродный брат, как я сказала, Фатиха Амирхана, находясь там в Средней Азии, считая, что они замели следы, что их никто, все-таки он будет там арестован, когда шел, если я не ошибаюсь, с работы, и уже потом придут домой с обыском. И вот когда происходит обыск, вот 4-летнего Даньяра мама посадит на сундук, где и были рукописи Марджани, и поэтому они так сохранились. Но семья пережила очень трудное положение там, в Средней Азии, затем вот эта война, потом уже потихоньку Амирхановы, представители рода Марджани, стали возвращаться в Казань. А это на территории вот этого захоронения в свое время привел в порядок наш казанский ученый Анвар Хайри. На сегодняшний день он уже скончался. И вот на его средства, по его просьбе, вот поставлена была вот эта отграда, табличка, и, как сказать, поднято захоронение, вот оформлено так, как мы видим сейчас. Это заслуга Анвара Хайри. На сегодняшний день, как я уже сказала, его нет. А могила Марджани, она для мусульман, это тоже своего рода священное место, место поклонения. Ушел учитель, ушла вселенная. И тут же напротив могилы Марджани вот похоронен Мурат Гумерович Амирханов. Это его правнук по внучке, со стороны внучки, и его супруга. Мурат Гумерович, он был директором школы на Горках, одна из лучших школ в свое время была. Но случилось так, что недоброжелатели и злопыхатели, как мы говорим, писали на него жалобы, доносы, прочее. И это привело к тому, что человека просто не выдержало сердце. По этой причине он ушел рано из жизни. Вот здесь похоронен Мурат Гумерович Амирханов, правнук великого Марджани. А рядом находится могила Тази Гизата и Салиха Сайдашева. Драматург Тази Гизат и Салих Сайдашев, они заболели и лежали вместе в одной палате больницы. И, то есть, вот желание Тази Гизату, как бы обреченный, зная, что дни его сочтены, именно вот его предсмертная просьба была похоронить его рядом с Марджани. А уже Сайдашев говорил тоже, что если что-то с ним произойдет трагическое, то он хочет быть похороненным рядом. И вот так получилось, что эти два товарища, два выдающихся личности похоронены рядом. Салих Сайдашев, о нем уже можно тоже много говорить. Это человек, как сказать, основоположник татарской профессиональной музыки. В 18 лет он создает первый оркестр. Он написал много музыки к работам именно Карима Тимчурина. Это много песен, много всевозможных маршей и оформление каких-то музыкальных спектаклей. Но в 30-е годы его направляют учиться в Москву, а вернувшись в 1937-м в Казань, вот происходит та как раз ситуация, когда Карим Тимчурин уже арестован, его работает под запретом, соответственно, не исполняется музыка Салих Сайдашева. И вот начинается вот эта полоса безденежья, невостребованности, а уже затем его и исключат из состава театра, как потом те люди, которые принимали участие в этом исключении, они оправдали себя тем, что мы считаем, что у него есть доход, есть деньги, но денег-то не было. Человек был вообще в трудном материальном положении. Он в 26 году женился по большой любви на русской девушке Валентине, которая жила семья на улице Волкова современной, это Третья гора. И на этой же
улице жил Салих Сайдашев в семье своей сестры. И муж сестры был против этого брака, так как русский, но как раз произошло трагическое событие. От рук, как сказать, несостоявшегося возлюбленного погибла сестра Шигап Ахмеров, это муж его сестры, и тот дал разрешение на брак. И вот Салих Сайдашев женился по большой любви на своей Валентине. Через год у них родился сын Альфред, и на следующие сутки после рождения она скончалась от заражения крови. И вот это потрясение, трагедия на него очень сказалась. В последующем он еще дважды был женат, но вот невостребованность, вот это безденежье, 50-летие ему в декабре, а указ вот нашей местной власти выходит только в январе о том, чтобы отметить его как бы крупным мероприятием, с опозданием, но все же начинается подготовка, и тем не менее, несмотря что как бы ему власти, так сказать, и коллеги поют дифирамбы, тем не менее ему не дают работать. Он отстранен и от дирижирования, а он был один из первых татарских дирижеров профессиональных, и от руководства там оркестром, и от подготовки. И вот это все, видимо, душевные переживания сказались на здоровье. И вот его племянник узбек, если я не ошибаюсь, узбек, по-моему, да, он обратил внимание, что тот не совсем хорошо выглядит. И вот посоветовал, тот был врач по образованию, и порекомендовал, то есть, видимо, прямо, и когда начали проверять, вот обнаружилась его болезнь, но здесь его побоялись оперировать, и Салих Сайдашев отправляют на лечение в Москву. За ним ухаживала супруга, вот третья его жена была из рода Казаковых, и получилось так, что ей нужно было отлучиться из палаты домой или куда, я не могу точно сказать. И сам Салих попытался встать с постели, оступился, упал, и вот произошла та трагедия, он скончался. Весть, пришедшая в Казань о кончине Салиха Сайдашева, конечно, потрясла город, так же, как в свое время когда-то потрясла смерть Габдуллы Тукая. А именно ведь, когда Шигап Ахмеров женился на его сестре, Салих Сайдашеву тогда было 12 лет, отца не было, он скончался до его рождения. Именно вот Габдулла Тукай был один из друзей, как бы близких друзей, как вот дружки у нас, у русских называют, у татар, я не знаю, как это точнее, на свадьбе Тукая. И когда он женился, он забирает и Салиха, а его опекал дальний родственник по завещанию отца. И вот так он вырос в семье сестры. Шигап Ахмеров – это человек, издатель был, литератор, педагог. Он очень много делал и в сфере образования того времени, и издательской. И будучи близким другом Тукая, они снимали в районе Нариманова квартиру, когда он женился. Тукай часто приходил в семью. То есть у Тукая не было как таковой семьи в классическом понимании. У него все время какие-то друзья или съемные квартиры. И приходил он. Шигап Ахмеров, понимаешь, вот талант Салиха, приобретает там у кого-то недорогой рояль. И первый его учителем музыки был Зайтуна Ярулин, то есть отец Фарида Ярулина. Вот его первый учитель музыки. И иногда, часто, вернее, как по воспоминаниям, к ним в дом приходил Габдулла Тукай, ложился на кровать, слушал эту музыку и говорил: будет музыкантом Шельма. А дальше он брал уроки у Корбада, дальше получает и развивает свое образование. Но вот эта трагическая кончина, которая потрясла город, правительство выделяет отсюда самолет в Москву. И вот воспоминания горожан таковы. Тогда аэропорт был у нас в районе, как мы называем, Акчерлак, Патрис Лумумбу, туда вглубь. Этот старый аэропорт многие помнят. Самолет должен был прилететь в этот старый аэропорт, тогда нового в помине еще не было. И вот город в ожидании прибытия этого самолета встречал там, в аэропорту. И как писал вот, воспоминания по очевидцам, что когда самолет облетал и готовился к посадке, он не мог понять, что за черное пятно на территории аэропорта. Хотя это была зима, был трескучий мороз, а оказывается снег растаял под ногами ожидающих. И когда уже привозят его в город, тело Салиха Сайдашева, как я уже в первой нашей части говорила, именно скрипка его друга Загида Хабибуллина оплакивала Салиха Сайдашева. И именно он, многочасовая вот эта игра была, во время, как сказать, траурного прощания. А затем, когда его уже хоронили здесь, на старо-татарском, вернее, ново-татарском кладбище Старо-Татарской Слободы, как и получилось, как он и завещал, рядом с Тазигизатом, рядом с Марджани,
И вот эта траурная процессия была аналогичной траурной процессии именно Габдуллы Тукая. Это декабрь месяц, трескучий мороз, но люди шеренгами стояли вдоль всех улиц, на всех деревьях, на столбах, на крышах домов стояли провожающие. И, как я говорила, вот снег таял под ногами. Вот люди терпели, но проводили в последний путь своего первого композитора. И вот обратите внимание, здесь небольшой надкол. Вот писали, у нас же несколько лет назад был вот это акция вандализма на территории кладбища, и именно была повреждена в числе одних могила и Салиха Сайдашева. И вот этот надкол остался как бы напоминание о том, что есть люди, недоброжелательно относящиеся к любым личностям. И своим поступком тогда город был потрясен вот этим событием. То есть вот мы посетили с вами могилу Салиха Сайдашева, писателя Тази Гиззата. Рядом с Тази Гиззатом похоронен его сын. Он напишет, что ведь сын Тази Гиззата хотел быть профессиональным военным, он где-то на воинской службе и был, но когда два сына у него было, Казбек и Узбек, старший сын погиб в боях под Ржевом, остался там, потом призывается младший, и вот он, когда был уже больным, это 55-й год, Союз писателей республики вот делает ходатайство, чтобы отозвать сына для того, чтобы мог побыть с отцом. И в последующем он ведь пишет: 2 месяца, проведенные у постели умирающего отца, перевернули все во мне и изменили мое воззрение. То есть он изменил полностью свой жизненный путь. Он преподавал в университете, занимался философией, эстетикой. Такое было его направление, хотя до этого он планировал быть военным. Семья Тази Гиззата. Рядом же с могилой Марджани, вот здесь вы видите Урманчеева Махмуда, Магруй Музафария, Урманчеева Забирджат. Магруй Музафария – это мать композитора Музафарова. Она была дочерью муллы, вышла замуж за муллу, сюда, в Казань. Он был вторым муллой стеной мечети. Она была педагогом, мечтала как бы об образовательном процессе и была отдана замуж сюда, в Казань, в качестве второй жены. Ее обязанность была ухаживать за свекровью. В браке у нее родились вот сын и дочь. Махмуда была уже до революции известной поэтессой татарской. Она много писала стихов именно вот об эмансипации, о женщинах. Сама Магруй Музафария ведь вошла у нас в чем истории? Она призывала тоже женщин за самостоятельность, освобождение. После кончины мужа она уже закрыла свою частную школу, была на преподавательской работе. После войны, вернее, после революции она была как инспектор дошкольных образовательных учреждений. Вошла она у нас в историю еще и тем, что одна из первых женщин сняла паранджу, и плюс ко всему еще первой начала читать газеты, как сказать, в прессе. Она тоже писала стихи. И дочка ее вышла замуж за Урманчеева. А Урманчеев – это близкий друг Фатыха Амирхана. И Фатых Амирхан, близкий друг Габдуллы Тукая. Извините. И когда Габдулла Тукай, живя из одной гостиницы в другой, куда-то уезжал, он ведь у нас уезжал и на Кумыс, и в Петербург, и здесь какие-то поездки совершал, свои вещи он оставлял именно у Урманчеева. И вот, уходя на лечение в Клячкинскую больницу, он также у своего друга Урманчеева оставил свои вещи. Среди них была и та знаменитая чернильница, которая сохранилась в семье именно Магруй Музафария, и перед своей кончиной она завещала сыну своему, Мансуру Музафарову, передать ее в музей. Вот так чернильница Тукая сохранилась и находится в настоящее время в музее. Вот представители рода Музафария и рода Урманчеева похоронен вот на этом маленьком погосте. Ахмед Файзи, либретист, писатель, драматург. Именно он напишет либретто к первой татарскому балету «Шурале». Тут же рядом находится Раиса Ижмуратова. Она, может, мало известна, но у нее очень интересная биография. Она поступает в торговый институт в Москве. По окончании тут как раз начинается Великая Отечественная война и работает в Арском госпитале. Но с 1943 года она уже оперативный работник НКВД и была переброшена на Украину. То есть, как бы для всех она литературна, она действительно писала,
но была на оперативной работе. И уже по возвращении в 50-х годах в Казань она также продолжала быть оперативным работником Комитета государственной безопасности. Какой ее вклад в это дело, мы не знаем, но тем не менее свой вклад в ход во время Великой Отечественной войны она внесла тем, что работала в Арском госпитале практически там 2 года, а затем оперативный работник на Украине. Ой. Дело в том, что сегодня не совсем нам повезло с погодой, идет прям проливной дождь, и поэтому мы коротко вот сейчас скажем пару слов у этого места и закончим сегодняшнюю нашу запись, а продолжим более сухую ненастную погоду, а вы свои пожелания скажете. Мы подошли к могиле Шигапа Ахмерова, это как раз вот тот человек, который женился на сестре Амине Салах Сайдашевой, сестре Салих Сайдашевой. Именно он внес тот, вот, как сказать, свой вклад в воспитание Салих Сайдашева, его музыкальное образование, вообще в просветительскую деятельность татарского народа. Он был издателем, как я сказала, уже близким другом Габдуллы Тукая. Он находился рядом с ним в последние его часы, последние дни его жизни. В последующем он был репрессирован, и уже именно после смерти Салиха Сайдашева он понимает значение двух этих личностей для искусства татарского народа, и он пишет вот свои вот эти воспоминания и о Габдулле Тукае, и о своем свояке, по-моему, если правильно я говорю, Салихе Сайдашеве. А рядом надгробная плита – это Кави Нажми. Кави Нажми – это председатель Союза писателей, он наш возглавлял Союз писателей, он попал под репрессии 30-х годов. Его жизнь – это тоже целый роман можно написать. Более подробно мы в следующий раз. Рядом же похоронена его жена Сарвар Агдамова. Впечатляет, через полгода после его ареста была она арестована по статье как за недоносительство на мужа. И этапирован лагерь намного раньше, чем Кави Нажми. Кави Нажми в последующем будет освобожден, оправдан. А рядом похоронен их сын Тансык. Они, как молодые люди того времени, брака не оформляли. В 27 году у них родился сын Тансык. Сама Сарвар Агдамова была великолепным переводчиком. Она знала 5 или 6 языков, если я не ошибаюсь, в том числе и немецкий, помимо казахского, башкирского. И сын был отправлен в Ирбитский детский дом, откуда он бежал. Этот мальчик, такой выросший в большой любви, холеный, сбегает из детского дома и вот, как сказать, перекладными путями добирается до Казани. А имущество семьи уже конфисковано, ему деваться некуда, и он вот вел такую жизнь беспризорника. Потом его приютит дальние родственницы Хатира, а до этого он чердаки, крыши, подвалы, где мог переночевать. И когда вот пройдет слух о том, что мать будет этапирована в лагерь, он идет ее попрощаться с ней. А на этап ее отправляли из тюрьмы, которая находилась на территории Пятницкой церкви. Вот под Кремлем у нас есть Пятницкий храм, который в 1937 году был сделан в тюрьму. Об встрече вот с Сарвар Агдамовой пишет Ибрагим Салахов в своей книге «Черная Колыма». И вот там можно этот момент как раз увидеть. И подойдя вот к воротам, когда женщин отправляют по этапу, они встретились взглядом, и сердце матери, как сказать, разрывалось. Это был уже не холеный мальчик из хорошей семьи, это был в оборванных штанах, в худых башмаках, в рубашке в заплатках. Вот так провожал Тансык свою мать в лагерь. После освобождения Кави Нажми он много добивался, чтобы Сарвар вернули из заключения, как оправданно, но ее возвращение задерживалось по непонятным причинам. И в последующем, когда уже она отчаялась вернуться домой, посчитал, что так останется в этих северных лагерях, очень впечатляет вот ее письмо, когда она пишет ему, что можешь меня не ждать, живи своей жизнью, можешь жить, как бы, если у тебя встретишь женщину, устраивайся. На что он пишет, а ей в то время где-то 38-39 лет, и она же пишет в своем письме: седых волос на голове все больше, а зубов все меньше, непосильный вот этот северный труд. И он напишет ей: 40 месяцев разлуки только укрепили мою любовь и уважение к тебе. Вот эти слова говорят о том, что люди, пережив все, сохранили свою любовь и преданность. И в декабре месяце он уже Сарвар встречал на вокзале. Семья воссоединилась, им вернули, как сказать, квартиру, которая была в писательском доме, Миргасовский, как назовем. А в последующем на Кави Нажми, когда он был лауреатом Сталинской премии за свои книги, его сделала эпоха. Он писал то, о чем он пережил. Его брат, тот самый шахматист Наджмединов,
И вот когда началась вот эта очередная травля против него, уже писали не на него. Я сказала, причина была то, что его новый роман был выдвинут опять на госпремию. Уже писали, что сын его шпион там китайской, по-моему, разведки. И вот сердце не выдержало, и он скончался. Город его провожал. Это было, как бы сказать, масштабный такой мероприятие, потому что многие пока молодежь выросла на книгах. Именно его книга «Кави нажми». Ведь в свое время Алимасов, когда вот начались гонения на Кави нажми в 1937 году, и выступал, что слишком много его печатают и много преподают в школах. И в наш город какой вклад он еще внес? Он добился того, что построили Дом пионеров, это его заслуга. То, что перевели туберкулезный диспансер, а он находился в здании, современном здании, из музея на Толстого. Это был туберкулезный диспансер. И занимался реабилитацией имен своих друзей-писателей, того же самого Мусы Джалиля, когда к нему попадут его рукописи. Поэтому, если более подробно я рассказываю об этом и нашей вот теме о татарских выдающихся личностях, о наших горожанах, почитайте «Кави нажми» Сарвара Агдамова. И как напишет ее внучка, там в воспоминаниях они тоже опубликованы, они написали книгу, что, вернувшись из лагерей, она изменила свое отношение к жизни. Она жила так, как будто наслаждалась каждым прожитым днем. Вот, наверное, ее вот это наслаждение каждым прожитым днем должно быть и для нас примером. «Кави нажми» Сарвар Агдамова. И вот заканчивая, мы как раз завершаем вот переход 15 аллеи, переход на 13 аллеи. И здесь вот последнее надгробие, это Гильм Каябрич Камай. Это первый профессор-химик из татар, который получил образование в 30 лет, он стал уже профессором. На него тоже будет написан донос. Он будет репрессирован 2 года в подвалах Черного озера, Плетеневская тюрьма, по несколько дней избиений. А потом вот ситуация в политике немножко меняется в 1938 году. Он был учеником академика Арбузова. Его направили в Томский университет учиться, но у него было желание вернуться в Казань. И то есть его оставляли в Томском университете преподавать, но он написал заявление с желанием вернуться как бы на родину. Он из Тетюшского уезда, так сказать, то есть современный Камск-Устинский Тетюшский район, оттуда он был родом. И, как в то время писали, грузчик, который стал профессором, он действительно работал портовым грузчиком, в речном порту подрабатывал, и был и до этого, когда мальчиком, то есть на тяжелых работах. И вот, находясь на нашей, как сказать, Черном озере, он в последующем оставит воспоминания, что избивали до такой степени, что после 5-дневной, если я не ошибаюсь, вот этих допросов, не прекращаясь, то есть это 5 суток человека не дают ни пить, ни есть, ни выйти, только стоя. Он уже от побоев, обессилев, подписал все, что, говорит, мне дали, и было одно желание лечь и уснуть, и никогда не проснуться. Но потом ситуация поменяется, приезжает заместитель Вышинского, и вот это как раз возвращение, реабилитация, вернее, освобождение его, он возвращается на работу, а он был ректором у нас Казанского университета, но через месяц он напишет заявление о том, что переводит КХТИ. То есть, как бы по его, вот, когда читаешь вот эти материалы, получилось так, что человек, который написал на него донос из университетских коллег, он не мог с ним встречаться каждый день и видеть. А одна из причин, которые ему в обвинении несли, что он помог устроиться учиться сестре Султан Галеева. А Султан Галеева у нас вне закона был на тот период. То есть вот помогая одним, оказался сам вне закона, пережил нашу казанскую, так сказать, Черное озеро, как мы называем, Казанская Лубянка. Но прожил он все равно недолго жизнь, как бы для науки внес большой вклад. И его формула, она осталась в химии, это называется там реакция Камая. У него заслуга была в оборонной промышленности, то есть его секретные разработки под руководством академика Арбузова, то есть именно предотвратили химическую войну во время Великой Отечественной войны. То есть Гильм Хайрич Камай. Так что улица профессора Камая названа в честь этой выдающейся личности. На этом мы заканчиваем наше посещение, потому что идет проливной дождь. Мы постарались по максимуму сегодня уложиться в то, чтобы по погоде. Поэтому пишите свои пожелания. Будет ненастная, вернее, более солнечная или хорошая погода, мы вернемся и продолжим наш рассказ о тех выдающихся личностях, которые похоронены здесь, на нашем кладбище татарском. Своего рода пантеон выдающихся личностей татарского народа. Всего доброго. Подписывайтесь на канал Аркадия Орешникова, задавайте свои вопросы, пишите пожелания.